Салам алейкум, друзья! С вами Таир Насханов с кратким выпуском новостей в Казахстане и за рубежом за прошедшую неделю. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. С 1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции спутником российского производства. Первая партия вакцины спутника в объеме 22 тысяч доз поставлена в Казахстан и будет распределена по всем регионам. Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане Республики Казахстан. Планируется, что вакцинация против ковида продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 миллионов человек. Двухкомпонентная доза вакцины стоит $26. Подписанные президентом поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения вступают в силу с 13 февраля 2021 года, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. С этого дня проверка водительских документов будет проводиться через информационные системы, что позволит водителям не носить с собой их бумажные варианты. Напомню, ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось либо предупреждение в первый раз, или штраф 5 МРП. Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ, удостоверяющий личность. Выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять уже теперь через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к интернету, проверка будет проводиться по каналам радиосвязи. Эти поправки не распространяются на водителей машин с иностранными номерами, либо получивших водительские удостоверения за рубежом, поскольку у казахстанских полицейских нет доступа к иностранным базам данных. Эта категория водителей должна иметь при себе документы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что знание казахского языка является важнейшим шагом на пути к формированию единой нации. Он вновь призвал поддержать всех соотечественников, стремящихся к изучению языка. Пусть каждый гражданин, знающий государственный язык, делится своими знаниями с друзьями, коллегами, знакомыми, желающими изучать казахский язык. Это благородное начинание, безусловно, продемонстрирует наше взаимоуважение и укрепит единство, считает президент. И с этим лично я полностью согласен. И попросил бы соотечественников не делать замечаний по поводу акцента или неправильного произношения. Министерство внутренних дел Республики Казахстан разработало проект закона об амнистии в связи с 30-летием независимости страны. Проект закона приурочен к 30-летию независимости Республики Казахстан и предусматривает освобождение от наказания лиц, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства. Напомню, что в Казахстане с момента объявления суверенитета было принято 8 законов об амнистии. Это будет 9. На днях в Алматы прошло заседание глав правительств сомнительной экономической организации под названием Евразес. Лично я узнал об этом событии следующим образом. Попытался я выехать из своего офиса и не смог. Выезд на Сейфуллину перекрыли полицейские. Кроме меня стояли еще водители
и тихо матерились. Через какое-то время на сумасшедшей скорости промчались лакированные джипы, в которых находились важные персоны какой-то там комиссии Евразес. Я вот только не пойму, почему жители города должны страдать, что кому-то вздумалось в период эпидемии ковида проводить данное мероприятие. Не кажется ли вам, как и мне, что это какое-то неуважение к собственным гражданам, которые вынуждены были опаздывать, изменять свои планы, ожидая в пробках? Это похоже, как если тиран в семье пытается быть вежливым при посторонних. Причем мнение этих посторонних для него гораздо важнее, чем то, что думают его домочадцы. Названы номинанты на премию «Золотой глобус». Фильм «Борат 2» поборется за награду в 3 номинациях. Номинанты объявлены на официальном сайте кинопремий. «Борат 2» представлен в категории «Лучшая комедия» или «Мюзикл». За звание лучшей мужской роли в комедии поборется Саша Барон Коэн. За звание лучшей комедийной женской роли Мария Бакалова. Сиквел комедийного художественного фильма британского комика Саши Барона Коэна вышел 23 октября 2020 года на сервисе Amazon Prime. Авторы «Бората 2» завели даже пародийный аккаунт Казахстана в Твиттере, который стал частью пиар-компании кинокартины. В правительстве Казахстана предупредили, что материалы, публикуемые на этих страницах, не имеют никакого отношения к официальной информации о деятельности Кабмина. В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан заявили, что создатели фильма «Борат 2», провоцируя официальный протест властей Казахстана, хотят обеспечить рекламу кинопроекту. Министр культуры и спорта Актаты Раймкулова заявила, что ее лично задевают некоторые моменты в «Борате». Но, как она считает, адекватные люди должны понимать, что этот фильм не более чем фантазия авторов. А после того, как в Австралии провели флешмоб двойников Бората, танцующих в окружении казахстанских флагов, казахстанцы в соцсетях запустили акцию «Я горжусь своим флагом». А теперь перейдем к международным новостям. Президент Мьянмы Вин Миин и глава правящей партии страны Национальная лига за демократию Аун Сан Су Чжи, являющийся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, задержаны. Причиной для этого послужили следующие события. 8 ноября в Мьянме состоялись парламентские выборы, и безоговорочную победу на них одержала правящая партия Национальная лига за демократию во главе с Аун Сан Су Чжи. Военные получили минимальное количество мест в парламенте страны, но недовольные результатами выборов, военные не стали долго раздумывать и захватили власть в стране. Вот еще, как оказывается, можно делать. Однако, после того, как Аун Сан Су Чжи вместе с теми же, кстати, военными подвергла ранее мусульманский народ Рохинья геноциду, рассчитывать на международную поддержку, как это было раньше, она уже, я думаю, не сможет. А вот российский политик Навальный получает сейчас мощную международную поддержку. Руководители многих крупнейших западных государств потребовали у Путина немедленно освободить Навального. Как известно, 2 февраля состоялся судебный процесс над Алексеем Навальным, и условный срок был заменен на реальный. Теперь Навальный будет отбывать срок в колонии. Основанием для таких изменений послужило то, что Навальный не появился на очередной отметке
в органе по исполнению наказания. Хотя общеизвестным фактом было то, что в тот момент после отравления он лежал в больнице в Германии. Вот такая парадоксальная история. Разумеется, что данное событие широкой общественностью было встречено по понятным причинам с большим возмущением. Хотя скажу как адвокат, что по закону все по закону. И если бы дело не касалось Навального, а касалось какого-то другого, то и не было бы столько общественного порицания в ответ. Однако же дело это политическое, как у нас выражаются, резонансное. Соответственно, и подход к нему должен быть весьма и весьма щепетильным. А сейчас на него шьют новые дела, чтобы продержать как можно дольше. Дошло до того, что нашли какого-то дедушку, которого якобы Навальный оклеветал. В отличие от нас, в России за эту статью можно получить реальный срок. Навальный, полагаю, знал, что его посадят, и это был его сознательный выбор. Но и у властей был выбор. Посадив его на реальный срок, Путин придал Навальному в глазах людей мало того, что ореол пламенного революционера, так еще и мученика. А так, если отпустили бы его, народ поликовал, да и забыл бы уже на следующий день. Однако посадили его власти и оставили себе меньше места для дальнейших маневров. Теперь, как говорится, пока Путин во дворце, то Навальный будет в ларце. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Таир Насханов с выпуском недельных новостей. Ставьте лайк на видео, подписывайтесь на мой YouTube канал.